Не думаю, что мы заслужили поражение сегодня. Какой-то был немножко у нас просела команда, вот, когда готовили замена до 65-75 минуты, когда мы хотели освежить, и в это время пропустили гол, но второй был уже следствие того, что команда хотела отыграться. И всем еще пошла вперед. Уважаемые коллеги, ваши вопросы? Поднимаем руку и микрофон. Пожалуйста, Алексей. Сектор за столица. Насколько вас устраивает, не устраивает турнирное положение? Меня устраивает в некоторой степени игра команды. Конечно, турнирное положение оно не может устраивать. Это, наверное, никого не устраивает, правильно? Когда команда находится вверху, это хорошо, когда внизу не очень хорошо. Самое главное, что есть какой-то рисунок, и я думаю, мы свои очки наберем. Ну, к сожалению, вы даже по сегодняшней игре не видели, что не все зависит от нас, и поэтому я не хочу ничего комментировать. Ну, знаю, что игра будет сложная, потому что, во-первых, Гродно всегда отличалась бойцовскими качествами, команда играет очень компактно, ребята, так, как сказать, это такие боевые. Вот. Естественно, на ту игру, которая была, на эту игру рассчитывали. Задача была больше скрывать фланги, быстрее играть на флангах, больше дострелять мяч штрафную. Чтобы по центру пройти было практически нереально, очень большая компактность. Довольно, что сыграли на ноль, практически ничего не позволили сопернику создать. Вот. И свой момент использовали. Ваши вопросы, Алексей? Тоже, пожалуйста, чуть-чуть громче, прошу. Алексей Тарарь за столица. Выпуская Карапевщика, какое напутствие вы ему давали и насколько это напутствие сыграло роль в голе? Ну, выпуская Карапевщика, я уже увидел, что Карло в первом тайме очень много, было много движений. Вот. Мне надо было левый фланг немножко тоже усилить, добавить свежести, поэтому я Сухотского поднял выше, вот, а Карапевщик выпустил центральным защитником, предполагая, что и стандартное положение, которые очень должны быть в матче. Потому что Гродно, я говорю, очень насыщенно играл, поэтому, вот. То есть рассчитывал на его верховые, именно на верховую борьбу, чтобы выровнять шансы. Вот, конечно, в итоге Сергей Заркевич, Прозбол, Сергей Витальевич с победой. Вопрос по кадрам. Во-первых, насколько было сложнее сегодня строить игру, учитывая дисквалификацию Данила и пропуск его? Нет, ну, были варианты у нас, рассматривали варианты с Ложкиным. Конечно, ждем скорейшего выздоровления Вергейчика, потому что в таких матчах именно его ростовые данные, его опыт нам бы пригодился. Потому что мяч там в штрафной доставляем, а вот там навязать борьбу, где-то опередить защитника у нас немножко не хватает игроков такого плана. Вот Кирилл очень долго был травмирован, и сейчас только выходит на свои. Конечно, нужно выйти на лучший конец только через игры, но здесь как бы сейчас результат стоит на голову. Ну, довольно, что Миша поправился у нас. Козлов, то есть у нас уже появилось больше вариаций в центре поля. Что еще? Замену Данила, если вы видели, мы Ваню Бахара опустили немножко вниз, а Шикавка, я считаю, что особенно второй тайм мне его очень понравился в исполнении. Он хорошо вел борьбу, выиграл единоборство, бежал. То есть я считаю, что второй тайм он сыграл. Я думаю, что он может еще лучше играть, но второй тайм меня обнадеживает. И такого Женю я бы хотел видеть. Еще второй матч не попадает в заявку Ким. В прошлом туре Он за дубль получил травму. Да, он, немножко повреждение задней части, задней поверхности бедра, поэтому там ничего серьезного, но только по этой причине. Будут ли еще вопросы? Пожалуйста, Владимир. Вечером Владимир Клюзин, Комсомольская правда Беларуси. Испытывали давление, учитывая предыдущие результаты, потому что давление извне или внутреннее? Давление, Кроме атмосферного. Да. Вот. Я давление
Я знаю, что, я думаю, и вы тоже знаете, что у нас команда, если вы возьмете по игрокам, с того года, сегодня на поле у нас играл Плотников, у нас играл Швецов, и кто у нас еще играл? И Эдгар Олехнович. 3 человека. 3 человека, это мы, так берем, даже я с 11 человек, это у нас получается 75%. 75% новая команда. Полностью новая. Здесь много ребят молодых, которые еще будут прибавлять, добавлять. Понятно, что мы испытываем проблемы, например, в атаке. Любая атака, надо время, чтобы ее выстроить, чтобы все это пошло. Вторая проблема – это поля, которые тоже, чтобы играть в хороший футбол, быстрый футбол, они тоже требуют. Ну и по самоотдаче у меня к ребятам вопросов нет. Если вы заметили, вторые таймы все прибавляют. Мы 2 игры играем в меньшинстве, и мы играем в меньшинстве, давим соперника. Я не скажу, что нам создают много моментов у наших ворот. И большинство мячей мы пропустили со стандартов. Это именно концентрация, это именно где-то несыгранность, это опыт. Это то, что приходит через игры. И если я обещал нашим уважаемым людям, что я их не буду больше в прессе упоминать, и если бы меньше бы ошибок было бы в нашу сторону, то у нас было бы значительно больше очков. Вот все, что я могу сказать. А ни одна команда, собрать команду буквально за месяц, и чтобы она сейчас всех громила, всех это, ребят, давайте будем реалистами. Мы же не собрали здесь лучших, кто был в Беларуси, правильно? Лучшие остались в других клубах, потому что там условия лучше. Ну, если реально развивать. Но я верю своим ребятам. Я знаю, что они будут бороться, они будут биться, они будут играть в футбол. Если вы видите, мы играем в футбол. Да, что-то не получается, но мы стараемся играть в футбол, стараемся играть внизу. Если вы статистику поднимали, наверное, скорость игры, к 3-му туру мы однозначно шли на 1-м месте по скорости игры, по количеству передач много, хотя я не сторонник большого количества передач. Но ребята ищут свободные зоны, ищут пространство. Поэтому нужно уметь ждать, терпеть и верить. Позиционной атаки, насколько довольны, чтобы вскрывать такую эшелонированную оборону? Вы знаете, приходится только вскрывать фланги. Конечно, я хотел бы более качественно, чтобы мы играли на флангах, то есть более быстро вскрывать, то есть более быстрые игроки, более, может быть, с дриблингом. То есть умеющие 1 в 1 обыграть, обострить, классно прострелить. То, что, например, если вы видели, как Стасевич это делает изумительно, когда он уходит в середину и делает прострел в штрафную, куда бегают люди. Конечно, но мы исходим из того, что умеем. Ребята стараются, у меня нет претензий к Леше Риусу, у меня нет претензий к нашим левым игрокам, этим латеральным. Вот. Они стараются, все, конечно, что наша игра стала лучше, и они должны еще более качественно играть. Вот. Ну и, конечно, это должен быть наконечник, хорошо умеющий играть головой, который многие мне раньше в вину Филиппа Иванова, правильно? Но никто же не замечал, сколько очков принес Филипп Иванов за счет своих ростовых данных, за счет того, что он мог подыграть, сбросить за спину именно. Плюс 1,95 м, как ни крути, когда в штрафной, это тоже человек. Поэтому, готовясь к чемпионату, ты всегда хочешь иметь такого нападающего, который умеет хорошо играть головой и умеет замыкать вот эти прострелы. Всех, кого нам предлагали, они были не сильнее тех игроков, на которых я имею сейчас. Поэтому смысл брать я тоже не вижу, поэтому исходим из того, что у нас есть. Ну и, конечно, опять же повторюсь, ждем выздоровления Кирилла Вергечика, чтобы он набрал кондиции, набрал свой лучший.